Вот как ты проходишь здесь, а? Мужчина, как ты проходишь, а? Элементарно, Мэр Грозного Муслим Хучиев стал последним посетителем старого помещения городской библиотеки. Именно помещение, а не самого книгохранилища. Его же просто перенесут в другое здание. Они закроют, как писали возмущенные пользователи социальных сетей. Первое, на что обратил внимание градоначальник, условия, которые не соответствуют даже минимальным требованиям для хранения литературы. Вытяжка, соответствующих условий для хранения книг. Очень опрятные, высокие, классные, с хорошим ремонтом помещения. Просто на заглядение. Тут сырость, нет условий для хранения. Не подъехать, не приехать, не сесть, не развернуться. Тем более отсюда. Сотрудниками этого учреждения являются 26 человек. Им самим было тесно работать в таких условиях. А говорить об удобстве читателей здесь и не приходилось. Мэр столицы отмечает, книжный фонд библиотеки был сохранен и пронесен через 2 войны отнюдь не для того, чтобы ее сегодня закрывать. Сырость, гушмою даже, полчая, вот подвальное помещение, сырость, кинчила, тема еще лучше. Знаем, что сыростью. Он жилой, постоянно проблемы шляет. Коллектив Центральной городской библиотеки и централизованной библиотечной системы города Грозного не совсем понял информацию о переезде в Национальную библиотеку и расценил это как закрытие Центральной городской библиотеки по старому адресу. На самом деле мы переезжаем в Национальную библиотеку. А вот здание, куда мэрия столицы предложила переехать сотрудникам учреждения. Национальная библиотека имени Абузара Айдамирова. 7-этажное здание с просторными залами, зимним садом, большой видеотекой, площадками для проведения различных мероприятий. У читателей есть доступ к электронному книжному фонду, а это свыше 400 тысяч экземпляров. Здесь также созданы условия для инвалидов. Поскольку у нас помещение библиотеки национальной достаточно объемно, большое, мы выделили для них 2 большие комнаты, также выделили 2 комнаты для размещения книжного фонда. И я думаю, что мы сможем здесь разместить 2 библиотеки. У нас есть место, где можно проводить мероприятия, место, где можно будет проводить презентации книг. И я думаю, что, наверное, это очень удобно, это очень комфортно будет для читателей. Муслим Хучиев отметил, что один человек, в данном случае директор Центральной библиотеки, ввел людей в заблуждение, а некоторые сердобольные в кавычках СМИ взялись тиражировать эту тему. Не зная реальной ситуации, пользователи социальных сетей стали активно распространять ложные сведения, подчеркнул мэр города. Он же поблагодарил министра культуры за то, что теперь сотрудники городской библиотеки будут работать в помещении со всеми условиями. Аза Исаева, Хамзат Аюбов, Магомед Мударов. Новости.